сам же узбек, несешь пропаганду, надоел уже. Окей, хорошо, я уже узбек, да? Раньше я был кыргызом, потом монголом стал, потом был китайцем, потом уйгуром был, теперь узбек, да? Окей, хорошо. Получается, смотрите, если казах приехал с Узбекистана, значит он узбек. Если из Китая, значит он китаец. Если он приехал из Монголии, значит он монгол, да? Но, получается, если по вашей логике судить, если вы здесь родились в Казахстане и выросли, значит вы казахи. Но при этом не знаете своего родного казахского языка. Значит вы не казахи, а позорники. Получается так? Потому что человек, который не знает своего родного языка, как может называться титульной нацией этой страны? Это во-первых. Во-вторых, смотрите, те, кто за меня якобы пробивал то, что я с Узбекистана и узбек, как там указали? Место рождения Наринская область. Уважаемые друзья, президент Узбекистана господин Мирзоев, а также наши братья-узбеки, видите, я братьев называю братьями, братья-узбеки сами знают хоть то, что у них есть новая область под названием Наринская. Продолжаем далее. Смотрите, вот вы говорите, их не признаете, да, вот наших хандасов, да, говорите аралманы, понаехали и так далее, да. Вот они узбеки, китайцы, что там еще там, монголы. Но посмотрите, пожалуйста, как они живут. Начнем с наших хандасов, которые живут в Монголии. А теперь давайте посмотрим, как живут наши хандасы в Узбекистане. А наши иранские хандасы, иранские казахи, говорят то, что если Казахстан их позовет, то они прилетят в ту же секунду. Не верите? Смотрите. Bir sekund turmayman, bir sekund. Chaqirsa tushaman, Xudaylar. Bo'lsa men hozir men aqshdan bo'lsa, hozir usham, hozir ketaman. А теперь давайте посмотрим, как живут наши хандасы в Китае. Ведь они танцуют казахский народный танец Каражорга, о котором вы даже вообще не знаете, хоть и являетесь местным населением Казахстана, да? И они не только танцуют Каражорга, они еще и в своих ночных клубах ставят именно казахские песни. Не верите? Смотрите. И вот, уважаемые нелюбители наших хандасов, как вы видите, хандас где бы ни был, он всегда будет знать свою историю, чтить свои традиции и знать свой родной язык, нежели от наших мэнгуртов, которые, живя на казахской земле, не знают даже пару слов на казахском языке. Это во-первых. Во-вторых, уважаемые наши нелюбители хандасов, откуда бы хандас ни приехал, он всегда будет для меня братом. Почему? Потому что это моя кровь, это мои братья, это моя нация. Это во-вторых. В-третьих, уважаемые нелюбители хандасов, которые говорят: ой, аралманы, уралманы. Вы хоть раз в жизни задумывались, то, что они стали хандасами и они стали чужеземцами из-за вашей любимой Москвы? Потому что Москва же в советское времена раскидывались казахскими землями туда и сюда, налево и направо. Почему исконно казахские земли остались в Узбекистане? Почему исконно казахские земли остались в Китае, в Монголии, в России? А? Вы об этом не задумывались? Вы хоть раз, один из вас, любитель Москвы, любитель России, может хоть раз сказать: уважаемые хандасы, просим прощения за ошибки наших предков, которые в свое время правили Советским Союзом. Запомните раз и навсегда. Откуда бы казах не приехал в Казахстан, он живет на исконно казахской земле. Я понимаю то, что мои видео, мои высказывания разрывает вам что-то, да? Но, уважаемые друзья, уважаемые нелюбители меня, не придумывайте за меня всякую байку, потому что это очень сильно может обернуться против вас. Удачи!